Казанский военный гарнизонный суд снова в центре внимания журналистов и родственников обвиняемых. До начала судебного процесса в коридоре весьма жарко. Наш сын там, он был с другом. На скамье подсудимых Азат Адиев, Азгат Хафизов, Альберт Валиуллин, Рузель Давлетшин, Ленар Саитов, Тимур Узбеков, Радик Зарипов и Павел Хевронин. Их задержали еще в 2014 году. По материалам дела было проведено более 20 обысков и изъяты пропагандические материалы. По этому поводу у меня есть ходатайство, я отказываюсь от услуг государственного защитника. Сегодня все обвиняемые отказались от предоставленных государством адвокатов, ссылаясь, что сами готовы себя защитить. Однако представители прокуратуры настояли, по закону такие дела рассматриваются только в присутствии адвокатов. Суд решил оставить защитников при обвиняемых. Отец хороший муж. У Гульцины Валиуллиной на скамье подсудимых сын. Сейчас она с супругом воспитывает 5 внуков, оставшихся временно без отца. Не террористы тем более, они просто мусульмане. Просто мусульмане. Мы просим справедливого суда. Так не должно быть. Терроризм, если мы посмотрим, это какие-то определенные действия, да, которые захват там какой-то или еще что-то. Но у наших мужей, естественно, ничего не нашли, ничего нету. Это люди мусульмане, которые посещали мечеть, читали намаз, держали вразу. Очень самые лучшие мужья, самые лучшие сыновья. Вот только насчет виновности подсудимых у представителей прокуратуры свое мнение. Данные лица принимали активное участие в организации деятельности Хизбут Тахрир аль-Исламия на территории Российской Федерации, в частности в городе Казани. Незаконные действия заключались в проведении нелегальных собраний. И кроме того, вовлечение новых лиц в деятельность этой организации, в том числе несовершеннолетних. Сегодня участники процесса попросили дополнительное время на ознакомление материалами дела. 5 сентября они соберутся вновь. Нияза Рахман, Игорь Романов, ТНВ, Казань.